Несколько часов молодая аудитория крымской столицы ждала начала оглушительного концерта Тимати и Мота. Еще до того, как зрители начали пропускать на стадион, они уже выкрикивали с улицы имена артистов. Любимые исполнители рэпа и хип-хопа скромно приехали на автобусе. Затем быстро с задней стороны стадиона удалились в гримерную. От комментариев звездные парни отказались. Зато музыкальный продюсер лейбла Black Star Павел Мурашов поделился своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Новиночки привезли, безусловно. Будет трек с Мотом сегодня, так что ожидайте. Скажите, пожалуйста, а вы бы хотели исполнить с какими-нибудь исполнителями из крымско-татарской, здешней молодежи? Я, честно, не знаком с творчеством вашим, поэтому, в любом случае мы бы хотели, да. Обязательно. Спасибо большое. Пока. После двухчасового ожидания наконец-то начался концерт. Главный ньюсмейкер российской хип-хоп и R&B сцены, один из самых востребованных исполнителей Тимати и рэп-исполнителей Мот в Крыму. Локомотив гудит. Здесь собралось более 7000 человек, чтобы услышать своих кумиров вживую. Фанаты наслаждались нескончаемыми басами и хорошим вокалом исполнителей. Зрители делились с нами впечатлениями. Очень нравится, да, очень классно. Просто нет слов. Позитивное, веселое. Просто слушаю музыку, веселье, позитив. Да. Главное, чтобы все не замерзали, это самое главное. Лада Седан. Песня больше всего нравится. Вообще заводные песни такие веселые, молодежные. Фанаты Тимати не в силах были сдержать свои эмоции, а потому подтанцовывали под ритмичную музыку. В некоторых песнях рэпер смешивал чистый вокал и безумный крик. До сих пор трудно понять, что из этого больше нравится публике. В некоторых перерывах между песнями исполнитель активно разговаривал с публикой. Кульминацией концерта стал розыгрыш Лады Седан. Ее выиграл один из активных зрителей. Затем Тимати, конечно же, порадовал всех исполнением всеми любимой песни «Ты что такая дерзкая» и «Лада Седан». Слышь, ты что такая дерзкая? Филчанский, дай ремикс для всех крымских татар. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет.